Добрый вечер, это Якутия-24, программа «Итоги дня», прямой эфир в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Ледовые переправы. Какие даты обозначены для открытия автозимников на реках республики в этом году? Морозы наступили. Сегодня в 10 наслегах Усть-Алданского района объявлен актированный день. Программа переселения. 86 семей Алдана получили ключи от новых квартир. Парк будущих поколений в столице. Начались подготовительные работы к строительству крупного и интересного объекта. Что там будет размещено, какие выделены деньги. На вахту 14 по линии этого проекта 100 человек отправят на работу в компанию «Колмар». Перевозку автотранспорта через Лену по маршруту Жатай-Техтюр-Жатай будут вести до 30 ноября включительно. На линии работает состав из ледокола «Капитан Бородкин», буксира «Механик Курчатов» и баржи «Жатай-1». Погрузка начинается в 10 утра, а в полдень состав отправляется в Техтюр. За сутки проводят такой один круговой рейс. Ну а ледовые переправы на реках Якутии начнут открывать с 1 декабря. В эту дату откроется автозимник у села Верхневилюйск и села Кюндяди Нюрбинского района, с 5 декабря у села Устье Сунтарского района, а у села Крестях также в Сунтарском Улусе с 10 декабря. На реке Алдан переправа для автомобилей общей массой до 4 тонн откроется 5 декабря, а на реке Лене открытие переправы через Хатасы запланировано пока на 10 декабря для автомобилей с массой до 3 тонн. Сегодня стартовал первый этап акции под названием «Безопасный лед». Он продлится до 28 ноября. Основная цель акции – недопущение происшествий и пропаганда безопасного поведения населения на водных объектах, сообщает пресс-служба МЧС по Якутии. Большое внимание инспекторы уделяют профилактике безопасности детей. Во время разъяснительных бесед населению вручают листовки, проводят инструктажи по мерам безопасности на льду. Также патрульно-профилактические группы проводят мониторинг водных объектов, замеры толщины льда, выявляют несанкционированные выезды на лед транспорта и привлекают нарушителей к административной ответственности. Морозы в Якутии крепчают с каждым днем. Сегодня в 10 наслегах Усть-Алданского района объявлен актированный день. Всего 695 учащихся перевели на дистанционное обучение. Абсолютный минимум зафиксировали в Кылаинском наслеге – минус 50 градусов. В селе дистанционное обучение организовано во всех классах. Что касается других населенных пунктов района, то в 2 селах минус 49, в 4 зафиксировали минус 48, и еще в 3 селах от минус 45 до минус 47. На сегодня, на 22 ноября, наблюдается похолодание в 10 наслегах нашего улуса. Зафиксированы температура наружная от минус 45 до 50 градусов. Минус 50 градусов зафиксировано в селе Кыллай. Там дети с 1 класса по 11 класс переведены на дистанционное обучение. Всего по улусу на сегодня 695 обучающихся переведены на дистанционное образование в связи с погодными условиями. И это не первый показатель низких температур в нашем улусе. Ну а правила введения актированных дней для школьников столицы опубликовали на сайте Управления образования города. Таким образом, учащиеся с 1 по 5 классы не пойдут в школу, если температура наружного воздуха без ветра составит минус 45. Для учеников с 1 по 8 классы введут актированные дни, если температура без ветра опустится до минус 48. Но обучающиеся с 1 по 11 классы не пойдут в школу, если температура без ветра составит минус 50 градусов. Так, актированные дни будут объявлять в соответствии с погодными условиями по показателям метеостанции и с учетом наиболее низкой температуры по состоянию на 6 часов утра по местному времени. Система пропуска по QR-кодам начала действовать во всем общественном транспорте Татарстана. Постановление о введении таких мер подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Теперь при проезде в любом общественном транспорте, в автобусе, метро, троллейбусе, лицам старше 18 нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты. Также на автовокзалах запрещена продажа билетов пассажирам старше 18 на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения без предъявления QR-кода. 275 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 122, в Алданском районе 29 заболевших, в Мирнинском 18, в Нерынгринском 17, 13 в Хангаласском, 10 в Мегино-Хангаласском, в Ленском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском районах по 6 заражений за сутки, в Жиганском, Оленёкском, Усть-Алданском районах по 5, в остальных районах республики от 1 до 4 заболевших, сообщает оперативный штаб. С пятницы изменился порядок непосредственно определения правил по определению заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим обращаю ваше внимание, что на настоящий момент при выявлении заболевшего в коллективе, в группе детей или в коллективе непосредственно общем в обязательном порядке анализ на коронавирус будет браться у всех. Кроме того, анализ на коронавирус будет браться у всех, в том числе, кто и заболел и имеет признаки устных респираторных заболеваний. К другим новостям. По итогам 9 месяцев текущего года объем ипотечного жилищного кредитования в республике достиг 44 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с периодом прошлого года более чем на треть. С января по сентябрь якутяне заключили свыше 12 тысяч сделок, количество выросло на 19%, а рост спроса связан с привлекательностью процентных ставок, которые в течение года менялись незначительно, и реализацией льготных ипотечных программ. В сентябре средневзвешенная ставка по ипотеке в Якутии 6,5% годовых. Средний размер ипотечного кредита в Якутии возрос с 3,5 миллионов до 3,7 миллионов рублей. Срок, на который в среднем якутяне берут ипотеку, увеличился на 2 года и составил 20 лет. Тем временем спрос на квартиры растет в Якутске. Как отмечают риэлторы, покупателей больше всего интересуют студии и однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом и инфраструктурой. На сегодня цена однокомнатной квартиры в центре столицы примерно в новостройке начинается от 5,5 миллионов рублей. То есть, если цена за 1 квадратный метр до прошлого года была 80 тысяч рублей, то сейчас она выросла в 2 раза. Цены на квартиры на вторичном рынке тоже выросли примерно в среднем на 1 миллион рублей. На данный момент на новые квартиры, на однокомнатные в частности, повысилась до 145, до 148, бывает так. А требования на вторичном рынке сейчас повысилось. В основном покупают с ремонтом хорошим, покупают с мебелью, техникой. «Заезжай и живи» вариант. На первичном рынке, по программе «Дальневосточная ипотека» покупают. Сейчас популярна процентная ставка 0,01% от Сбербанка, от ВТБ, от ведущих банков нашей России. 86 семей Алдана получили ключи от новых квартир. 5-этажный дом по программе переселения из аварийного жилья построен в микрорайоне Дражном. 15 квартир в новостройке выделены детям-сиротам. Тему продолжит наш корреспондент в Алдане Татьяна Вахнина. Первое собрание жильцов дома под номером 15 по улице Анатолия Лабуня стало торжественным и радостным. Люди получили ключи от долгожданных квартир. Новостройка в микрорайоне Дражном была возведена по программе переселения из аварийного жилья. Ключи от 2-, 3- и однокомнатных квартир получили 86 семей. Как мы видим, на территории города Алдана не первый год уже реализуется программа расселения аварийного жилья. Данный дом построен именно по этой программе. 15 квартир в этом доме выделено детям-сиротам. Переселение было с разных районов города. Переступив пороги квартир, новоселы с энтузиазмом принялись планировать, как расположить мебель. Супруги Сметанины решили, что вся обстановка будет новой. Здесь Светлана и Василий поселятся с дочерью и внуком. Этой квартиры они ждали долго. Долго, около полвека.
можно сказать, родители мои, потом и я, вот считай, И наша дочь выросла в этом доме, внук уже родился, да. вырос. Переезжать Сметанины планируют в ближайшее время. Наступают морозы, а новая квартира очень теплая. Да и в целом условия в старом доме с нынешними не сравнятся. Ну, условия у нас там, в принципе, конечно, были похуже, чем здесь. Тут светло, хорошо, тепло. Самое главное — тепло, потому что мы там сидели с обогревателями. Крыша бежала, тазики были. Соседи Сметаниных по этажу Афанасьевы будут переезжать чуть позже. Хозяин решил произвести некоторые доводки в ремонте. А Денис ждет новоселья с нетерпением. Мне очень понравилась эта квартира. Вот здесь будет моя комната, там у нас будет гостиная и кухня. Реализация программы переселения из ветхого жилья в Алданском районе продолжается. Скоро новоселье отметят жители Нижнего Куранаха. Дом на 63 квартиры будет сдан до Нового года. А в 2022 году в рамках третьего этапа программы общая площадь переселения из аварийного жилья составит 39,5 тысяч квадратных метров. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В Якутске начались подготовительные работы к строительству парка будущих поколений. Что там будет размещено, какие выделены средства. Репортаж Дмитрия Тымырова. Теперь участок земли, который пустовал несколько лет напротив Петровских рядов по улице Каландрашвили, полностью огородили. Здесь начались подготовительные работы по возведению будущего парка. На данном объекте от территории 2,5 гектара. На нем очень много сейчас остатков от былых строений, которые деревянные. Тут одно-двухэтажные дома стояли. Они на сваях, на лёжках. Но вот эти деревянные конструкции сейчас как раз вынимаем из грунта экскаваторами. Очень много тут мусора получается, который надо будет вывести. После начнутся работы по замене грунта, а далее вертикальная планировка, то есть искусственное изменение существующего рельефа местности. Целью планирования рельефа территории является создание благоприятных условий для строительства зданий и сооружений, прокладки новых улиц и проездов, инженерных коммуникаций, благоустройства территории. И вот после всех этих работ в феврале-марте следующего года будут забиты первые сваи первого объекта. Здание собой представляет 5000 квадратных метров. Она как бы двухэтажная, да. Ну, если по высоте смотреть, 3 этажа. Первый этаж будет подпольный этаж, это самое. Потом 2 этажа уже здание будет. И вот это 5000 квадратных метров. С февраля месяца мы начнем сваи забивать, начнем строительство. Объект, как нам сообщил генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, будет уникальным по своему строению и будет располагать в себе сразу несколько зон. Одним из интересных элементов будущего парка будут зеленые насаждения, которых в плане более 5000. Здесь будет такой интересный рельеф, который будет защищать вот от улиц, которые проходят со всех 4 сторон вот эту территорию. И, соответственно, здесь будет множество разных таких локаций, где наши жители, горожане, дети могут здесь отдохнуть. Да? Здесь, во-первых, здесь будет очень много зелени. Так? Здесь порядка 5000 деревьев и кустарников предполагается засадить. Вот, в том числе деревья будут даже на вот этом нашем образовательном центре, на крыше вот этого молодежного центра. Напомним, проект полностью финансируется за счет компании «Алроса». Общая сумма оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. Традиция проводить Дни регионов Дальнего Востока в Москве основана в 2017 году. В деловой программе нынешнего года основной акцент сделан на мотивации молодежи к переезду в дальневосточный макрорегион. Лекцию о Дальнем Востоке посетила наш московский собственный корреспондент Яра Константинов. Из Москвы на Дальний Восток теперь можно попасть буквально за 1 секунду. Передвижная интерактивная выставка, презентующая дальневосточный регион, будет работать в московских вузах до середины декабря. Регионы Дальнего Востока через новые технологии расскажут молодым специалистам о реальных вакансиях, социальных программах и своем туристическом потенциале.
Мне очень понравилась интерактивная зона, где можно выбрать места путешествий, места работы, места учебы и, в принципе, узнать о насыщенности жизни на Дальнем Востоке, узнать о каждом регионе, о его характерных особенностях. Я еще ни разу не была на Дальнем Востоке, но мне очень хотелось бы теперь там побывать. Якутия представлена и на фотозоне с 3D-объектами наиболее узнаваемых брендов дальневосточных регионов. Республику символизирует якутский мамонт. По профессии я буду маркшейдером, горным инженером. Если меня пригласят в Якутию, я туда обязательно поеду. Узнал про мамонтенка, которого нашли в 2010 году ученые. Я думаю, что для студентов это очень важная выставка, и нам очень понравилось. Чтобы привлечь внимание к выставке, исследователи этнокультурного ландшафта Сахалина стали первооткрывателями нового формата – графического романа, стилизованного под азиатский стиль руманга. Я здесь представляю графический роман в азиатском стиле с элементами дополненной реальности. Через этот проект мы рассказываем об истории освоения Дальнего Востока и о том, как Геннадий Иванович Невельской совершил одно из последних географических открытий, доказав, что Сахалин – это остров, а Амур судоходен. По задумке организаторов, экспозицию, посвященную Дням Дальнего Востока в Москве, смогут увидеть студенты Российского университета транспорта, физико-технического и авиационного институтов, а также сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Туяра Константинова, Джор Березкин, Москва. 100 человек отправят на работу в компанию «Колмар» по проекту под названием «На вахту-14». При этом обучение специалисты прошли благодаря нацпроекту «Демография». Основной костяк группы «Люди до 35 лет». Сегодня перед отбытием курсантов в Нерюнгринский район с ними встретились премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко и вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Напомним, проект «На вахту-14» запущен весной этого года. Всего за период действия трудоустроено порядка 400 человек. При этом, помимо этого, в республике работают и другие программы, направленные на привлечение местных кадров в промышленность. Это и многое другое. И в том числе, например, мы летом отправляли наших граждан за пределы Республики Саха-Якутия. Например, более 100 человек были направлены в Кавыктанское месторождение, это Иркутская область. Тоже это очень хороший показатель, когда мы, помните, год 5-10 назад говорили, в основном работают у нас приезжие. Сейчас, наоборот, картина меняется. Приоритеты в современном естественно-научном образовании, проблемы и перспективы. В Якутске с таким названием стартовал Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием. Он объединил около 150 учителей, педагогов дополнительного образования, а также преподавателей профессионального образования. Мероприятия пройдут на базе Северо-Восточного федерального университета в гибридном формате. Понятно, что он посвящен 30-летию нашей кафедры, потому что она была организована в 1991 году. Но, в принципе, конечно, он организован для всех тех, кто интересуется естественно-научным образованием. Прежде всего, конечно, учителей он должен интересовать. Это учителя биологии, химии, географии, экологии. Одна из лучших учениц художественной школы Ленска, юный талант Варя Малахова, подготовила очередную картину для участия в районном конкурсе, рассказывает Светлана Балеева. С детства Варвара мечтала играть на фортепиано, но когда решилась поступить в музыкальную школу, оказалось, что возраст уже не позволяет ей заниматься на этом отделении. Пришлось искать альтернативу. Случайно узнала о кружке рисования, записалась, начала ходить. Понравилось, теперь она рисует все свободное время и в разных стилях. Новое что-то пробовать, а больше так к карандашу, к фломастерам, маркерам. Сегодня Варвара подготовила очередную картину для участия в районном конкурсе. У нового творения девочки интересное название – «Юнион». По словам Вари, полотно создано по ее собственному видению мира. Это, можно сказать, парень, который в своем мире, и за ним подглядывает девушка. Он ищет примерно свою душу. Вот. Зеленый по цвету его глаз смотрит, он не может ее найти, а девушка боится с ним познакомиться, можно и так сказать. Варя – одна из лучших учениц художественной школы. Занимается она в группе Марии Михайловны с самого ее основания. Педагог рассказывает, что талант девочки раскрылся не сразу. Способности, по мнению Марии Кураевой, проявляются со временем. И Варя тому пример.
Она активно участвует в конкурсах, выставках, показывает хорошие результаты по рисунку, живописи, по композиции. Ну, то есть она сейчас очень увлеклась и сама дома много занимается. Поэтому, конечно, есть рост, есть интерес, горят глаза, но это самое важное, я считаю. Юная художница – девочка самокритичная. Открыто признается, что сегодня у нее не получается рисовать профиль. Недостаточно опыта, пояснила она. Но есть желание преодолевать сложности, и она обязательно научится делать это в совершенстве. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Образцовый детский ансамбль «Ладушки» города Нейрунгри отмечает свое 20-летие. С первых дней участники начали знакомиться с русским народным творчеством, традициями, обрядами предков, музыкальными инструментами. В гостях у настоящей музыкальной семьи побывала наш корреспондент Ирина Кичигина. Сегодня в репертуаре коллектива народные песни, стилизация, эстрадные и современные песни. Коллектив с большим удовольствием занимается саморазвитием, придумывает интересные концертные программы, привлекая новые таланты и максимально принимает участие в различных городских мероприятиях, благотворительных концертах и программах. Победители российских и международных конкурсов и фестивалей достойно представляют Нейрунгри за пределами республики. Несмотря на очень сложное время, мы, конечно же, продолжаем нашу работу, репетиции и стараемся принимать участие во всех мероприятиях, каких только можно. Конечно же, у нас есть новые идеи, новые задумки, и для этого нам нужны, мы ищем новые таланты, и, пользуясь случаем, мы хотим пригласить в наш коллектив новых участников для наших новых идей. Первый руководитель ансамбля – Лада Скрипникова. С ней дети начали учиться петь, танцевать и улыбаться, чтобы уже с первых шагов на сцене маленьких артистов полюбили нейрунгринские зрители. С ноября 2012 года у коллектива поменялся руководитель, и «Ладушки» возглавила Марина Трубникова, прекрасный вокалист и музыкант. В сентябре 2015 года образован коллектив «Спутник» вокальный ансамбль «Маринад». В этом коллективе занимаются дети в возрасте 12-18 лет. В коллективе ребята не просто спелись, но и стали друг другу второй семьей. Для нас коллектив стал почти второй семьей. Мы все сплотились и стали как-то близкими, когда приходим как, к своим уже, как к родным. И мне нравится, когда мы в основном садимся всем коллективом и повторяем все песни, которые у нас были. Самое интересное происходит в гримерке. Ну, наверное, самое интересное — это когда мы учим какие-то песни, происходит веселье какое-то. Больше всего запомнилась, наверное, поездка в Сочи на фестиваль. Звание образцового ансамбль получил в 2010 году. Удивительная работоспособность, позитивный настрой и музыкальная многогранность привлекает и взрослых исполнителей, благодаря чему у детей появляется опыт работы в тандеме. Образцовый детский ансамбль «Ладушки» и вокальный ансамбль «Маринад» всегда ждут своих зрителей на всех площадках города и района. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нейрунгри. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте всегда в курсе.